Сегодняшнюю тему нашего разговора мы посвятим неутихающему до сих пор спору о земле. Вот и ко мне поступают вопросы, просят подробнее рассказать вот по этой проблеме, вот, какие были границы между чеченцами и ингушами, кто такие были карабулаки. Вот. Но здесь очень много высказываний, вплоть до того, что, например, карабулаки – это отдельный народ был, вот. Ингуши – отдельный народ, чеченцы – отдельный народ. Вот. Ну, в принципе, это можно продолжить. Например, если акинцы, которые живут в Хасавюртовском районе, то тоже будут называть себя отдельным народом. Шатоевцы, вдруг найдутся среди шатоевцев те, кто скажет, вот мы тоже отдельный народ. Но вот эта тенденция сейчас очень сильно, особенно последние десятилетия, эта тенденция набирает обороты среди не только между чеченцами и ингушами, но и среди чеченцев. Идет дробление тейпов, этнографических групп, вот, которые обычно называют тейпами. Вот, некоторые стараются представиться, как, в смысле, некоторые представляют, когда на вопрос, кто ты по тейпу, они называют не название тейпа, а название своего селения или название своего неки, гара. Там я тейп, и называют фамилию, там, например, Махмудовых, Ахмедовых, это оказывается тейповые, там, Тайсумовых, это тейп, я из тейпа Тайсумовых, но это уже очень большая путаница идет. Скорее всего, это идет от незнания действительного положения вещей, незнания, что такое тейп, что такое этнографическая группа. Вот. И вот об этих границах тоже вот такие разговоры. И я решил коротко, просто в меру своих возможностей рассказать об этом, о тейпах, о границах. Я уже не говорил, что между чеченцами, ингушами, другими там этнографическими группами границ раньше не было. Условные границы были только в горной зоне. Условные границы между этнографическими группами – вот, это не такие вот, как современные границы, а условные границы, что территории такого-то общества. Эти границы были между этнографическими группами в горах. Вот, например, Мялги, Терлое, Мялги, Кей, Мялги, Цорой, Мялги, Мержой, Терлое, Дишни, с одной стороны, Эхки, Мержой с другой стороны, вот, и к югу, например, Майстой, Хилдиярой, Дышни. Вот. Когда представители этих этнографических групп переселялись на равнину, естественно, это естественный процесс, это закономерность, потому что горы не могли прокормить все население, которое со временем постепенно увеличилось. Вот. И они выходили из ущелий и образовывали там населенные пункты. Вот на равнине границ не было, там не было разделения такого. Вот. Уже постепенно из этих, дробясь, образовывались новые группы, образовывали населенные пункты дальше. И вот там, например, один населенный пункт, вот рядом поселялись выходцы из разных этнографических групп. Вот. До начала Кавказской войны на равнине четких границ между, например, выходцами из Нохчмахка, выходцами из Аргунского ущелья или выходцами из других не было. Не было же таких же границ между выходцами из Галанчорского района и выходцами из Аргунского ущелья. Вот. Не было четких границ на западе между выходцами из Галанчорского района и выходцами, например, из Асиновской котловины или Джарахского ущелья. Вот. Потому что
по границе вот этих образований, населенных пунктов, вот, всегда были села, в которых были представители и тех, и других этнографических групп. Вот, например, в пригородном районе вот, вокруг селения Ангушти группировалась целая серия населенных пунктов, вот, которые были образованы в основном выходцы из Хокали, Асиновской котловины, Вяпи из Джараховского ущелья, вот, Хулхой, Цорой. Ближе к Тереку, между Камбулеем и Тереком, вот, там уже увеличился процент выходцев из Джараховского ущелья из западной части, вот, или как их, Кистинской. Вот. Ближе к востоку, между Камбулеем и Сунжей, это Малые Ингуши, вот, там уже в этих населенных пунктах присутствовали выходцы из Галанчорского ущелья, те же Галай, Эхки и другие. Вот. Постепенно, когда двигаешься на восток, уже более чистые села были образованы, например, галаевцами или мержоевцами, вот, смешанные. То есть это выходцы Галанчорского ущелья. Дальше к востоку, ближе к Фортанге, вот, Марта, вот, уже присутствуют в этих селах выходцы не только Галанчорского ущелья, но и выходцы из Аргунского ущелья и более восточных районов. Например, в устье реки Марта, когда попадает Сунжу, вот, там, например, группа была шубутовцы, шубутяне. Это конец 18 века, начало 19 века. Вот. Вместе с тем в этих селениях, например, к востоку от реки Марта, вот, были, хоть и не в таком большом количестве, как вот к западнее, были выходцы из Хокали, Асиновской котловины, выходцы из Цора, на территории вот современного Ачхово-Мартанского района. То есть эти села были смешанные. Здесь нельзя сказать, что они были чисто однотейповые, если так говорить. Вот. И границ не было между этими населенными пунктами, вот, и между этими группами этнографическими, как я уже говорил. Вот. Где населенные пункты не были закрыты от выходцев, например, из других этнических образований или выходцев из других этносов. Вот. Кстати, люди по разным причинам, которые вынуждены были покинуть свою родину, они принимались в эти общества и жили. Вот. И на протяжении, например, 100 лет и больше они сохраняли предания, кто они выходцы, из какой земли, кто они по происхождению. Но они уже считали себя представителем вот этой национальности, в которой они жили, или той группы, которая их приняла. Вот. То же самое было в горах, например, разные этнографические, этнотерриториальные группы. Они принимали выходцы из других соседних и даже не соседних этнографических групп войнавских. Вот. И даже из отдаленных, например, из Дагестана, выходцев из Дагестана, выходцев из Осетии, выходцев из Кабарды. Вот. То есть они не были закрытыми, они не закрывали двери для других людей. Вот. Например, как формировалось население на Западе. На Западе у нас идет следующее. По преданиям стариков осетин, например, был такой этнограф Семенов, в 20-е годы он опубликовал свои материалы, вот он был, по-моему, в Куртатинском ущелье, вот, у стариков, он записал, что до начала 18 века, до 1720-х годов в этих ущельях еще жили ингуши, то есть это нахоговорящее было население, которое постепенно происходил отток к востоку.
через Куртатинское, Даргавское ущелье, через Санибское ущелье, они уходили к Тереку. Вот эти предания зафиксированы были Смирновым в Осетии. Вот. То есть уходило не все, но какая-то часть населения оставалась. Вот. Она принимала вот этот язык, вот, становились осетинами. Вот. Часть населения уходила на Терек. В конечном итоге выходцы вот из Куртатинского, Даргавского ущелья, видимо, они заселили как раз начало Армхинского ущелья. Вот, например, это Джирах, вот эти села. Вот. Здесь, например, этнограф Волкова в свое время, по-моему, в конце 60-х, 70-х годов, вот она собирала этнографический материал. Вот. Например, старик из селения Джирах, Цуров, вот, они сообщили, что они по происхождению осетины. Цуровы ведут, и Хаматхановы. Вот она пишет, что вот они, скорее всего, осетины. Но здесь появляется один момент, потому что они описывают время, когда они вышли из Осетии, то же самое время, которое осетинские старейшины говорят, что отсюда ушли ингуши. Это, скорее всего, не осетины этнические, а, скорее всего, это выходцы из современной Осетии, из Куртатинского, Тагаурского ущелья, ингушеговорящие или нахоговорящее население, которое переселилось в долину Терека и потихоньку ушло на левый берег, на правый берег Терека, в ущелье реки Армхи. Скорее всего, это так выглядит. Вот. Но во всяком случае, все-таки Вахушти в своей работе, вот, он их называет общим именем с осетинами, овсы или овсетти. Вот. Как пишет, например, Услар, язык их несколько отличался от языков жителей этого же ущелья, верховья этого ущелья, то есть Вяппи, Холхой. Вот. И, естественно, от языка более восточного населения, Асиновской котлы, галаевцев и цоры. Несколько отличался. Но, несмотря на это, Услар, он пишет, что вот слова Услара. Чеченский язык представляет замечательный характер единства. Уроженцы двух противоположных концов Чечни без затруднения могут разговаривать друг с другом, за исключением разве джираховцев, которые говорят весьма измененным наречием. То есть от Терека до Ичкерии, вот здесь первое мы что видим, Услар называет чеченцами все население от Терека до Дагестана. Вот. Язык он считает у них близким, единым. Вот. Единственное, он говорит, несколько отличается наречие кистинское, то есть вот это начало ущелья Джираха. Вот. О том, что ингуши жили и по левому берегу Терека, например, свидетельство Клапрота, это где-то относится к 1807 году, по-моему. Вот. Он пишет, что жители Чми и Балты, осетины, с конца XVIII века, еще чуть ли не до конца XVIII века, что они платят подать за землю ингушам. То есть осетины там поселились позднее, что эти села, видимо, ранее были ингушскими. Как, например, по письменным источникам они называют ингушским селение Ларс. Например, султан Мурза, который заявлял, что он родственник Шехму, он брат Шехмурзы, вот такого типа. Вот. Далее хотелось бы, я просто хочу по возможности, что я могу просто привлечь некоторые материалы, чтобы вам проиллюстрировать вот это. Например, Платон Зубов,
Платон Зубов, у него интересная работа. Называется она «Картина Кавказского края, принадлежащего России, с сопредельных оному земель в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях». Часть 1-4, Санкт-Петербург, 1834-35 годы. Но материалы, которые здесь опубликованы, они относятся более к раннему веку, это конец XIX века. Вот оглавление третьей части этой работы. Вот. Общие границы и разделение земли кавказских горцев. И вот он перечисляет народы. Первый, второй, там это адыго-абхазские группы, осетины. Четвертый. Чеченцы или кисты. Пятый. Кумыки. Вот. Что говорит он о чеченцах или кистах? Некоторые отличительные свойства племен народа кистинского и разнообразие занимаемых ими земель заставляет меня описать их отдельно, сообразно естественному разделению в следующем виде. Первое – ингуши, второе – кисты, третье – карабулаки, четвертое – чеченцы. Это страница 157. То есть чеченцами и кистинцами, этим общим названием, он именует вот эти перечисленные 4 группы. Так, что говорится об ингушах? Ингуши сами себя называют ломур, то есть горный житель. От соседних народов называются ингуши и галгаевцы. Обитает в небольших аулах, расположенных на предгорьях, перерезаемых возвышенными равнинами по обоим берегам реки Сунжи, от самого ее истока до реки Назрана, по левому берегу реки Осай или Шадгира, это река Аса, по левому берегу реки Асы, от развалин древней церкви до Карабулакского аула. По обоим берегам Кумбулея до Елисаветинского редута, по обеим сторонам реки Терека от Владикавказской крепости до впадения в Терек реки Пог. То есть эта территория, в принципе, очерчивается на равнине современным пригородным районом. Вот. И горная зона – это Армхинское, Джарахское ущелье. Дальше кисты. Узкая полоса земли от горы Казбека до Владикавказской крепости около 40 верст, а в ширину до 8 верст. И ограниченная с запада течением реки Терека, а с востока землей ингушей. Вот. Первая – это страница 162, вторая – страница 165. Вот. Это для того, кто интересуется, чтобы они могли это посмотреть. Кстати, эту книгу можно и в интернете найти. Карабулаки. Карабулаки, сейчас подождите. Карабулаки обитают на узкой полосе земли, образуемыми впадением реки Осая или Шадгира и Большого Мартана в Сунжу. Сей буйственный народ, которого ничтожные остатки хотя считаются в российском подданстве, по причине их близости к нашим линиям сообщения, но и одноплеменные и соседственные с чеченцами, они гораздо более имеют с ними связей для общего хищничества, а потому состоят некоторым образом их зависимости. Страница 167, 168. Чеченцы, это следующее, наисильнейшее колено кистинское, называемое соседями мичкизы, то есть кумыкское название. Вот. То есть вот здесь мы видим, что четких границ нет, просто они по основным аулам, которые они очерчивают приблизительные расположения их аулов или приблизительные границы, можно так условно сказать. Вот. Чеченцы, карабулаки, кисты, ингуши называются общим названием
кисты или ченцы или мечкизы. Вот. Это вот то, что говорит Платон Зубов. Вот. В принципе, ту же территорию показывает вот здесь карта. Это карта Штедера. Штедер прошел по этой территории. И вот здесь вы на этой карте видите, что Мечкизская земля, это от современной Кумыкии и Дагестана, охватывает всю Сунжу, доходит до Терека. На Тереке граница Мечкизская переходит на левый берег Терека, включает в себя селение Заур и включает какие группы? Вот здесь отмечены деревни Ингушепские, это Мечкизская земля, Карабулакские, и вот он перечисляет, как они подразделяются. Горную зону, они пишут, горную зону он отмечает как тавлинцы. Тавлинцы – это, опять-таки, кумыкское слово, то есть горцы. Вот. То есть здесь речь идет о предгорно-равнинных чеченцах, ингушах и карабулаках. Название Карабулак – это название дано, я уже говорил, от селения, то есть от источника, черный источник, это кумыкское название. Это дано название русскими. Вот. В основном это название относится к жителям побережья правого и левого берега Сунжи, район, современный город Карабулак и вот прилегающих территорий, которые потом они распространяют. Но оно не охватывает всех арстхоевцев. То есть арстхоевцев у кого? Мержоец, Ячуэй, Галай и других. Вот. Галай иногда выделяется как Галаш отдельно. Вот, в принципе, это карта до строительства крепости Владикавказ, которая была построена, по-моему, в 1784 году. А путешествие по Сунже Штедер было в 1782-83 году. Далее, вот это же расположение, 18 век. 18 век – это карта Кавказа второй половины 18 века. Она немецкого происхождения. Вот. И здесь тоже общее название кисты. Вот. И потом идет мелкие названия. Например, они на этой территории Нашах, Мейсты, Карабулак, Ангушт, Шоботты. И вот эти названия даются. Общее название идет кисты. Опять граница от Терека и до Дагестана. Это 18 век. То есть в 18 веке, в конце 18 века границ нет. Те группы населения, которые русские называют ингушами, они живут в пригородном районе, вокруг реки Камбулея, между Сунжей и Камбулеем. Джараховцы живут между Камбулеем и Тереком. Между Сунжей и Асой, и между Асой и Мартаном, это в основном селение выходцев из Галанчожского ущелья, которых русские именуют карбулаками. Вот, а сейчас они называют себя Орцхой. Вот. Это выходцы из Мержа, выходцы из Теча, выходцы из Гала, Экки и Нашхой. Они выходят на равнину по реке Шалаш-Валерик, это современный Урус-Мартанский, Ачхой-Мартанский район. Они выходят на равнину по Нетхой, они выходят на равнину по реке Марта,
Вот, и заселяет эту территорию в основном между Ассой и Мартаном, а более шире и к востоку от Мартана и к западу от Ассы до Сунжи. Вот. Но эти селения уже они более смешаны, потому что к западу между Сунжей, от Сунжи и до Камбулея, вот, и даже к западу от Ассы в селениях уже, кроме, собственно, арстхоевцев, выходцев из Галанчевского ущелья, там поселяются выходцы из Галайчи, Кокалли, выходцы из Чхора, вот, Экка и других горных обществ. К востоку в этих селениях, где живут Галай, Цечой, Экка и другие, вот, там уже присутствуют выходцы, кстати, те же Цорой, в меньшей степени Галай общества. Вот. И уже здесь представлены выходцы из Аргонского ущелья, например, из верховья Аргонского ущелья Терлой, Мялри, Кей, они двигались через горные перевалы, именно через Галанчош выходили туда. Вот. А уже между Мартой и Ассой там уже более, как бы сказать, селения, которые образовались в основном, это выходцы из Галанчожского ущелья. Вот это разделение. Вот. И в то время название, значит, ингуш, оно не противопоставлялось, например, названию карабулак или названию там чеченец или мечкис или шубутянин. Вот. Дальше. Когда Россия начинает активные действия, вот, часть ингушей, например, пригородного района, вот, они вынуждены принять присягу в 1770 году. Вот. И такие же присяги, они ежегодно по нескольку десятков принимались по всей территории, ну, и Кавказа, и в Ингушетии, в Чечне. Вот. И вот в это время там набеги делают на Чечню. Вот помните, добровольное вхождение 1781 года. И до этого добровольного хождения, после этого эти селения Чеченаул, Гаджаул, эти все селения сжигались, и каждый раз подписывался вот этот договор о вступлении, вот эти села облагались налогом, вот, те опять недовольны, возмущались, это процесс продолжался постоянно. Вот. И вот когда построена была крепость Владикавказ, вот это давление, видимо, и вот здесь... часть ингушей из пригородного района, оно переселяется к востоку. Это в основном выходцы из Асиновской котловины и в том же числе выходцы из Жираховского ущелья. Это и Веппи, это и Хулхой, и Джархой. Вот об этом что пишет генерал Дель Поццо. Дель Поццо был назначен комендантом крепости Владикавказ. И вот он пишет рапорт генералу от инфантерии Булгакову 13 июня 1810 года, генерал-майор Дель Поццо. По прибытии моем в крепость Владикавказскую, настоящей должности и по собственным мною достоверным сведениям следующее свидетельство является справедливым. Ингушский народ, хотя и имел жительство свое в окруженности сей крепости, недальнем расстоянии, но совершенно верен и предан российскому правительству. Кстати, в 1990 году вот это рапорт цитировал Бимбулат Богатырев. И вот в этом месте он поставил точку.
И в свое время, вот в 90-м году, историк Далхан Хажаев, он как раз вот этот момент обратил внимание, он разобрал этот момент. Вот. Но здесь нет точки. Дальше идет и сохранение польз оного от прочих хищных народов, часто покушающихся схватить добычу около крепости Владикавказской и по дорогам, доведением сведений о намерениях оных никогда не был, всегда бывший с ними в единомышлении, производили воровство и разбои вместе. То есть он пишет не о том, что ингуши были преданы российскому правительству, хотя они приносили присяги, вот, а он говорит о том, что ингуши никогда верными не были, потому что они были ближе к другим горцам. Вот. Потом, войдя в теснейший союз с кабардинцами и чеченцами, переселили все на место, именуемое Насрань. Это у реки Насрань. Это несколько авторов пишут. В расстоянии от Сель до 32 верст. Приняли от них мул, построили мечети, приступили к исповедению мухаммеданского закона и обязались как чеченцам, так и кабардинцам по условию платить подать. То есть это арендная плата за эту землю. Вот. Вот этот рапорт Дельпоцо был связан с тем, что российским властям из крепости Владикавказ удалось подготовить и провести провокацию. Вот. И буквально 5 июня, вот до этого рапорта, он был 13 июня 810 года, вот, именно по спровоцированной властями Владикавказа какая-то группа ингушей устроила засаду и напала на отряд чеченцев и карабулаков, после чего, опасаясь мести за убитых ингушские старшины просили прислать к ним для защиты воинскую команду с пушками. Они обратились к Дельпоцо. И Дельпоцо, конечно, рад этому событию, потому что как раз этого и власти и хотели, чтобы оторвать их. Вот. Отряд чеченцев-карабулаков, вот здесь они разделяют, но здесь в основном эти были арстхоевцы, потому что вокруг Назрани в то время населения, они были в основном созданы миржоевцами, чечоевцами, галаевцами и акинцами. Собственно, выходцев из шатоевских, там, из других ущелий, там был процент не очень большой. Вот. И что пишет Дельпоцо дальше? Итак, теперь истинная их приверженность к российскому правительству есть не в том, чтобы сохранить пользу оного, но единственно в том только, что они в настоящее время со всех сторон окружены неприятелями и не могут иметь во всякое время против оных безопасности, без защиты российского войска. Кто же эти неприятели, которые окружают жителей Назрани, ингушей? Это неприятели, в основном это те, которых в русских документах называют карабулаками. Это те же мержои, цечои, яки, галай. Вот. И вот в результате этой спланированной и организованной провокации Дельпоцо удалось достигнуть желаемого чего? Было предложено ингушам подписать договор, присягу на верность России. Вот. И вот эта присяга была одобрена представителями ингушей.
Вот. И договор был подписан 22 августа 1810 года. Так, был подписан представителями 6 фамилий ингушевского вольного и никому не подвластного народа. Лучшие и почетнейшие люди с каждой фамилии по 10 человек. С доброй нашей воли и общего согласия между собой условились и согласились его императорскому величеству всероссийскому вступить на вечность подданства и обладание нами на условиях и обязанностях следующих. Отныне, впредь, на вечные времена мы, ингушевской вольной фамилии, мы, ингушевский вольный и ни от кого независимый народ, считающийся в родах 6 фамилий: Таргимова, Цельмень-Бохова, Агиева, Картугова, Яукурьева и Хамхоева, и потомство наше, и вступает добровольно в совершенное верноподданническое состояние. То есть этот договор подписали представители 6 фамилий ингушских. Кстати, здесь ни одной фамилии карабулакских нет. И вот что здесь говорится. Всех врагов российскому престолу, почитая за таковых здешних окружающих нас мухаммеданского закона народов, то есть опять окружающих кто? Опять окружающих это в первую очередь карабулаки. Далее. Когда российскому начальству потребуется надобность против здешних народов с российским войском действовать неприятельской рукою, тогда обязаны мы давать оному от себя из общего нашего 1000 вооруженных человек. Взятое же от общего неприятеля нашего нами всякого рода добыча представлена бы была в нашу пользу неотъемлемо. Это в том числе подчеркивается и люди, захваченные в плен. Если, это пункт 5, если чеченцы, карабулаки и прочие неприязненные России народы, что они, значит, выступают против России, должны мы тотчас давать знать. То есть вот такого типа вот этот договор. То есть здесь этот договор именно подписан, подчеркивается, направлен в первую очередь и в том числе против арстхойцев-карабулаков. Вот здесь вопросы спрашивают, кто были карабулаки, вот они ингуши или они чеченцы. Все. Карабулаки – это дело в том, что в то время шел процесс сложения народа, и вот формирование чеченского народа, вот, этот процесс был длительный. И вот именно в конце 18-19 века он вступил в заключительную стадию. И вот в этой ситуации Россия, которая начала активную политику по захвату Кавказа, она старалась оторвать их, какие-то куски вот, от общего народа. Вот. И вот первое, значит, это отделение ингушей. Ингуши были присоединены позднее уже как Владикавказский округ. Вот. Дальше. Вот первая граница, которая прошла, это в районе современного селения Назрань, чуть западнее современная Яндырка. Вот, она выходит потом к течению между
Асой и Сунжей, вот, и доходит до гор. Вот. То есть территория, населенная Галай, Мержой, Цечой, Яхкой, Нашхой, вот, она в то время она входит в Чечню, а позднее она входит в Малую Чечню. Во время Кавказской войны эта территория, значит, Галашкинская и Арштинская. Они входят в Гехинское наибство. Вот. И вот здесь вот интересно, когда речь идет о этих, например, сунжинские станицы, Карабулакская, Слепцовская, там другие. Вот в 1901 году был опубликован историко-биографический очерк к 50-летию гибели генерала Слепцова, в честь которой была названа вот эта станица, Слепцовская переименована, позднее Орджоникидзевская станица. Написал ее Фролов. Вот. И вот здесь Фролов, он полностью описывает все деятельность Слепцова, это в войне против чеченцев. Вот, и на протяжении всей книги все эти аулы современного Сунжинского района, которые сжигал этот Слепцов, он называет чеченские. И он описывает, как он сжигал эти чеченские аулы, на эти места строились казачьи станицы, создавались. Вот. Карабулакская, Троицкая, Нестеровская. Ну, здесь подробно все он это описывает. Вот. И, естественно, под этими чеченцами, конечно, в первую очередь речь идет об арстоевцах. Это речь идет как я говорю, еще раз повторяю, Мержой, Цечой, Эхки, Галай и Нашхой. Это в первую очередь идет о них. Вот. Хотя ближе к востоку, в этих селениях арстоевских, выходцы из Галанчожа, с ним присутствуют и представители, например, выходцы из, как они пишут, Шубута, там и другие. Вот. И вот во всей этой книге, вот, как это идет, происходит эта война, как протекают эти походы Слепцова, там описываю подвиги. Вот. И вот здесь упоминается ингуши. Ингуши упоминается в качестве Назрановской милицейской сотни, которые, как пишет Фролов, в боевом содружестве с осетинской сотней в составе русских войск под командованием Слепцова участвовали в уничтожении чеченских, то есть, естественно, карабулакских аулов, на месте которых создавали казачьи станицы. Это начало XIX века. Вот. Здесь еще одна карта. Я вам покажу. Это дорожная карта Российской империи. Вот это дорожная карта. Вот ее видите. Так. Вот. И что же здесь? Здесь, значит, Большая Малая Чечня. Территория идет от Терека, опять же, до Кумыков. Вот. Вот это видно, вот это. Вот. И вся эта территория называется чеченцы. Вот. Еще одна карта. Это карта 1816 год. Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений. Вот. Здесь опять. Так, вот она, эта карта. Вот. Здесь идет ингуши. Потом идут, значит, названия карабулаки. Но общее название опять идет чеченцы. Чеченцы, то есть от Терека до Дагестана. Далее карта, это карта
военных действий в Закавказском крае с 1809 по 1817 год. Ну, здесь вот вы можете сами посмотреть, увидеть, здесь она крупная довольно. Вот. Опять идет Чечня, от Терека до Дагестана. То есть это название Чечня используется как общее название для выходцев из горных ущелий от Терека до современного Ножеюртовского и Денского района, то есть до Дагестана. Вот. Еще один небольшой штрих. Карта кавказских земель, изданная Семеном Броневским. Вот здесь она более подробная. Здесь, значит, общее название Кисты. Потом, значит, идут чеченцы и Черемичкыс, независимые чеченцы. И вот это общее название, отчасти идут так: ингуши, карабулаки, и здесь же отмечаются другие мелкие подразделения. Вот. Вверху отмечены мирные чеченцы. Вот это еще одна карта. Я просто эти карты специально собрал, чтобы не быть голословным. Я не хочу выдвигать какие-то теории, что-то говорить. Я просто говорю, как это приносилось в то время. Вот. Вот, например, карта, генеральная карта Кавказской области в атласе Пядышева, 1825 год. Вот. И опять идет как? Здесь, значит, единственное, кто чуть-чуть отделяется, это район Владикавказа. Это границы как уже России. Вот. В верховьях Асы, значит, в этом районе они пишут ингуши, чеченцы, кистинцы. Вот общее название. Вот она, карта. Вот. Карта северо-западного края времен Ермолова, 1826 год. Вот, вот дальше, здесь только часть, я распечатал ее. Вот, прямо понад Тереком пригородный район Ингуши. Вот, но общее название это опять идет чеченцы. То есть противопоставление чеченцев, ингушей и выделение как бы отдельно карабулаков, или тем более объявление карабулаков ингушами, или распространение названия ингушей на карабулаков, здесь нет. Вот карта юго-европейской России, 1827 год. Это тоже иностранная карта. Вот. И вот здесь опять то же самое. То есть часть, которая пригородный район и Назрань, которые приняли присягу, это границы отделяются как уже территория российская от остальной территории Чечни. То есть, как мы видим, карабулаки, они входят вот в имамат. Далее юг России и Грузия в 1835 году. Вот. Вот вы сами можете это увидеть. Но здесь уже нет названия, они дают, это иностранная карта, они дают общее название Кабарда на всей территории. Вот я для иллюстрации я вам показываю карту, где нет названия ни чеченцев, ни ингушей. Вот. Далее карта Кавказа, 1840 год. Здесь опять же идет чеченцы и даются подразделения, этнографические группы.
Вот. Среди них здесь называют как раз и Галгай. Шатой Галгай. Далее. Генеральная карта Кавказского края из журнала «Военный сборник», 1858 год. Это уже конец Кавказской войны, но несмотря на это, название чеченцы, округ чеченский, Малая Чечня, Большая Чечня. Вот. Опять округ чеченский, он идет до реки Сунжи. И в верховьях Ассы написано таким же шрифтом, как, например, Кисты, Майсты, Хильдегаро, Галгай, Ахо, Дзумсой, Чарбели. Вот, пожалуйста, еще одна карта. Кстати, вот в 800-е годы Услар выступал, что нельзя вот эти многочисленные названия, они дробят народ. И он, чтобы не было путаницы, он призывал применять только одно название. Мечкиз, Кисты или Чечен. Но дело в том, что он-то исходил как ученый, подходил к этому вопросу. Вот. Но для царских властей, для них нужно было разбить, чтобы они не считали себя единым целым, чтобы легче было захватить. И вот по мере движения русских войск, вот эти захваченные части, они присоединялись к военно-осетинскому округу. Военно-осетинский или куда входили и ингуши. Подчинялись. Вот. Части Сунжинская линия захвачена, они присоединяются тоже туда. Хотя они отмечаются, например, еще задним числом Малая Чечня, вот. Но уже присоединение, они подчиняются Владикавказу. И вот тогда уже вот эти границы, они потихоньку двигаются постепенно к востоку. Вот. По мере захвата и по мере оккупации этих земель. Вот. Ну вот, например, карта земель Черноморского Кавказского линейных войск, 1858 год. Вот видите. И все больше старается применять вот это слово «карабулак», вот, чтобы как-то отделить какие-то группы. Вот. Например, на востоке Оклоки, акинцы. Вот карта Европейской России Кавказского края уже после Кавказской войны. Это 1862 год. Вот. Вот здесь уже разделены, вы видите, уже Карабулак, Галаш, ингуши, чеченцы. И там уже идут и шибуты, и другие. То есть уже они раздроблены, названия разные даются. Вот карта Кавказского края от Императорского географического общества, 1868 год. Здесь уже нанесены деления. Это значит Аргунский округ, Веденский округ, Чеченский округ или как Грозненский округ. И дается границы военно-осетинского округа. И вот часть современного Очхой-Мартановского района, Сунжинский район, пригородный район, Горная Ингушетия, это все уже входит в военно-осетинский округ. И здесь интересно, что южная часть Аргунского округа включена в Тианетский округ Грузии. Это современные Мелхиста, Майста и часть чуть-чуть территории, по-моему, Кела и Керла. Вот. Они подчинены Грузии, к Тианетскому округу. Вот.
часть Аргунского ущелья, округа по Шару-Аргуну, вот район выше Химоя, Кенхи. Вот эта часть присоединена к Дидойскому отделу Дагестанской области. Если Мелхиста, Майста, вот эта территория в составе Тианетского округа пробыла до 917 года, то есть они отношения имели уже больше к Грузии, чем жителям Аргунского ущелья или других районов. Они были оторваны от войнахов. Естественно, это их несколько отдалило. Вот. И привело к тому, что часть их переселялись на равнину, именно переселялись в Ахметовский район. Вот Дуиси, Джоколо, там очень много из Тейпа Мялги, Майсту. Вот. Что касается вот этого района, вот, здесь надо учитывать и то, что это население Ахметовского района, оно сформировалось в подавляющем большинстве, это выходцы из Аргунского ущелья. Там живут Эки, там живут Дышни, Хилдиахрой, Майстой, Керлой, Мялри. То есть это тейпы из Аргунского ущелья. Вот. Дальше. Карта Кавказского края 1870 года. Вот. Опять, даже в 1870 году от Терека до Дагестана, хотя они разбиты, это включается в Чечню, хотя они территориально разбиты. Этнографическая карта Кавказского края Зейдлица. Ну, здесь вы сами можете увидеть, что ингуши, чеченцы, карабулаки, они не разделяются, они показаны здесь одним цветом. Это как единый народ, как единый этнос. Далее, военно-историческая карта Северо-Восточного Кавказа, 1899 год. Вот. Эта карта я подобрал именно не из книжных учебников или там каких-то произведений, знаете, вот такого художественного плана. Вот. Это более исторические военные карты. И вот здесь что опять мы наблюдаем. Вот эта карта Чечня, Кисты. И вот здесь, значит, Джерахи, Галгай, Шато, Шаро, Шикаро, Чаберло, они все написаны одним размером. И общее название здесь опять дается Кисты и Чечня. Большая и малая Чечня. Вот. Вот эти карты. Вот. И последние карты, но это тоже после Кавказской войны, это немецкая карта. Вот, пожалуйста, вот немецкая карта Чечензен, что-то в этом роде. Тоже это вся территория Чечни, Ингушетии, она включает сюда. Вот. И вот эта карта, она из книги Берже. Берже почти 40 лет прослужил в штабе Кавказского корпуса. Вот, Тифлисе. Выпустил книгу. И вот он здесь дает подробную карту. Вот. И вот опять он дает уже после Кавказской войны, он дает округ Ичкеринский, округ Аргунский, округ Чеченский. Но название он дает всех одинаково. Галга, Эрло, Мейсты, Шато. Вот эти названия. То есть это просто дается как бы иллюстрация ко всему этому. Дело в том, что хотелось бы, а я уже говорил об этом, Орстхол. Дело в том, что у нас Орстхол название, оно очень сильно распространено, но в разных диалектах оно произносится по-разному. Есть Орсхой, есть Орстхой, есть Орсхой, есть Орцхой. Это по диалектам.
Вот. Вот эта карта, когда-то я ее начертил, я вам показываю. Вот эти красным цветом у меня отмечены хребты, горные хребты. Вот этот хребет, это передовой хребет, их называют Черные горы. Вот. По-чеченски ингушски это название Эрцш. Эрц – это буквально лесистая гора, лесистый склон горы. Все, кто жили вот в этом районе, представители разных этнографических групп, они назывались Орсой, Орцхой, Орстхой. Жители лесистых гор. Эти лесистые горы идут до скалистого хребта. Вот это жители вот этих районов от Дагестана до реки, чуть ли до Сунжи, они все были Орцхой. Постепенно это название, оно нивелировалось. Сейчас, например, в XIX веке в преданиях у жителей Нохчмахкой, вот у них в преданиях сохранились, что они по происхождению Орцхой, Орстхой, вот, такое же предание сохранилось у шатоевцев. Шатоевцы тоже считали, что они Орстхой, Орцой. Но у них уже начало превалировать уже местное название. Шотой – это живущий на возвышенности. Вот. Нохчмахкой вот, и другие. И именно вот это название Орцхо сохранилось за группой выходцев из Галанчежа, которые во время Кавказской войны, когда вот эти основные селения были разгромлены, захвачены, значительная часть была из них погибла, была рассеяна. Эта территория была захвачена и отдана под надзор казачьего отдела Сунжинского. Вот. Их начали переселять, потому что они остались без земли, на Терский хребет, вот, район современного Саопщи. Особенно после того, как в 1865 году значительная часть орстхоевцев, она переселилась в Турцию. Здесь еще мне вот говорили, что вот есть такое мнение, что они сами просили, писали заявление, чеченцы и орстхоевцы, чтобы им разрешили уехать. Ну, это каждый может свое мнение высказать, но если верить документам и документам тех же самых официальных русских властей, эта операция была задумана на очень высоком уровне из Санкт-Петербурга. Дано было задание, чтобы от наиболее беспокойного населения Кавказ очистить. До этого они полностью зачистили Западный Кавказ черкесов. Вы знаете, что произошло. Там очень небольшая часть черкесов сейчас осталась на Кавказе. Вот такую же операцию было решено провести и на территории Чечни и Ингушетии. Вот. Подложные письма от турецкого султана, что он примет, что вы мусульмане, вот били именно на религиозную сторону. В мечетях муллы, они читали прокламации, что вот турецкий султан, он мусульманин, он хочет принять, вот, что надо уехать туда, и всем будет хорошо. Заплатили очень большие деньги начальнику Чеченского округа Мусе Кундухову. Саадуле Османову, бывшему наибу Шамиля. Вот. Им предложены были большие деньги за то, что они сагитируют, сами уедут в Турцию. Они тоже собирались уехать, заработав на этом деньги. Вот. И неожиданно в этот момент Кундхаш, который в это время вернулся в Чечню, он выступил против. Он заявил, что это покинуть свою землю, которая дарована вам Аллахом, это грех. Что вы не должны покидать эту землю и отдавать ее.
захватчиков. Вот. И вот в этой ситуации, я уже об этом говорил, по-моему, вот, местные муллы, которые раньше во время Кавказской войны, они уже служили властям, вот, и местные представители чеченцев, которые служили властям, вот тот же самый приставы, офицеры, они, значит, заявили, что он представляет опасность для российских властей. Вот. Его арестовали, и вот после этого опять это началась пропаганда. Но одновременно с этим, что предлагали им деньги на дорогу, что их турецкий султан примет, дам им бесплатно земли, в это же время начался террор. И в Чечне, и на территории Сунжинского района, где жили эти остатки Мержо и Галай, выходцев из Галанчевского ущелья. Вот, там они описывают, это по своим русским документам описывается. Вот. Если у меня, по-моему, где-то опубликованы есть даже вот эти свидетельства. Вот. Они угоняли скот. Люди выводили скот на пастбище, вся земля это была объявлена государственной. Вот. Расстреливали скот, коров, овец. Через аулы стреляли с пушек. И днем, и ночью они устраивали вот эти празднества, стрельбу. Вот. Постоянно там кого-то захватывали, издевались. Как пишет, например, воспоминания казака станицы Слепцовска, это, по-моему, в «Русском инвалиде» я прочитал. Вот он уже старик, он в конце 1870-х годов, приезжим из Санкт-Петербурга, он рассказывает. Он говорит, разве это по-человечески? Он говорит, наши молодые казачки, станичники, разъезды казачьи, вот он, говорит, случай он наблюдал, идет, говорит, дед чечен со старухой. Видимо, говорит, они были на базаре, говорит, во Владикавказе. А они, говорит, на конях налетели, начали хлестать их нагайками. Деду, говорит, папаху сбили. Вот то, что они несли продукты, говорит, раскидали. Разве это по-человечески, он говорит? Разве можно, говорит, так издеваться над людьми? Это даже казак возмутился, который воевал в подчинении Слепцова. Вот. Даже он говорит, это же не по-человечески такие вещи делать. Вот. И, естественно, эти люди, они уже... Там в документе описано, что, например, мержоевцы, цечоевцы, которые жили еще в Галашкинский район, это в основном были выходцы из этого Галанчевского района. И дошло до того, что они написали, что они выселяются, и они сожгли свои дома уже. Это до чего надо людей довести, до того, чтобы они вот это сделали. 1500 семей. Именно карабулаков, но выходцев из Галанчевского ущелья. Всего общее количестве, по-моему, 5002 семьи. Я сейчас на память так не помню этот документ. 5002 семьи. Из них 1500 семей как раз вот это арстхоевцы. Вот. Остальные, это в основной массе, это из Веденского округа. Вот, это Нуахчмахкой. Вот. И частично выходцы из Шатоевского ущелья и около 300 семей ингушей. Ну, ингуши это те, которые в 1858 году, которые в составе российских войск там выделяли милицию, все исполняли договор. Вот. И когда Кавказская война заканчивалась, уже, в принципе, угроза она не представляла для России. Вот. И вот здесь нашли повод, вот, прошлись по селам Осетии, там десятки сел были разорены, вот, и прошлись по селам пригородного района. Это самая плодородная земля. Эту землю отобрали, оттуда ингушей изгнали. И что сделали? Вот эти ингушские семьи, они часть переселились на южную часть Сунжинского отдела, это Галашевский отдел, это между Ассой и Фортангой территория, это где были раньше села именно карабулаков. Туда подселили, начали подселять селение Яндари, потом уже на Терский хребет, район этот самый Сагопши,
Вот. То есть их начали переселять к востоку. Естественно, часть этих переселенцев, вот, они изъявили желание уйти, потому что условия тяжелейшие были, тем более в Ингушетии и в Чечне земельные наделы были очень маленькие, там они не могли себя прокормить, даже по сравнению с Россией, с крепостными крестьянами, наделы были совсем маленькие. И вот эти люди, они ушли в Турцию. И, естественно, они не по своему желанию, а их обманули с обеих сторон этими подложными письмами. А на самом деле письма, возьмите, она опубликована в XIX веке, переписка царя с представителями в Стамбуле, Анкаре, русскими консулами. Турецкий паша отказ, он говорит, у меня каждый день только в Трабзоне там сотни или 2 сотни черкесов умирает, что Турция не может прокормить столько беженцев. И черкесов выкинули со своей родины, вот, и они и на территории Балканах, и по побережью Черного моря в Турции. И, естественно, такой наплыв неожиданный беженцев, вот, и каждому государству это нужно подготовить, а тем более для Турции в то время это не богатая страна. Вот, и они заявили, что мы не можем принять физически. Вот. И царь дает указ, вы, мол, обязаны заставить его принять решение. В конце концов, они получают согласие, там, около 20 тысяч. Только мы можем принять, больше мы не можем принять. И вот эти люди, им дают вот эти подъемные там деньги, у кого нет там подвод, помогает с подводом. Главное, чтобы они убрали с этой территории. Вот, и они двигаются на территории Турции. Вот. Турция решает их поселить именно в районе Кагизманского округа. Это Восточная Турция, горная. Вот. Но эта территория близка к границе Русской империи. И вот здесь поступает протест. Немедленно убрать их от наших границ. Вот. Это ультиматум турецкому султану. Ну, турки, они были очень зависимы. Вот сейчас пишут, что вот это мощно. Нет, турки всегда выполняли то, что требовала Россия, когда вот она давила. Вот. И вот Турция принимает решение этих людей переселить на территорию, которые входили в Турцию. Это территория современной Сирии, Иордании. Это что за земля, вы знаете, это выжженная земля, это полупустыни. Вот. А молодых мужчин они начали требовать вступить в армию. Те, конечно, возмутились, что мы от войны сбежали, мы не собираемся вступать в армию. Некоторые недовольны, что они в этом месте остались, там горные ущелья, похожие на Кавказ, вот, и земля там плодородная. Вот, их начали выгонять в пустыню. Они потребовали вернуть их обратно. Вот. И вот в этой ситуации русские консулы, они заявили требования российского императора. Ни одного человека обратно не пускать. Российские войска приведены в боевую готовность по границе с пушками. Вот, и потребовали турок, что если хоть один из них переберется, вы будете виноваты. И вот тогда турки, они ставят войска, вот, и вот движущихся людей, которые не остановились, те думают, что это мусульмане, вот, ну, они их расстреливали с пушек и с ружей. Вот. Части удалось пробраться через границу, их тут же ловили, их отправляли на каторгу, часть пробралась в Чечню, удалось пробраться. Вот. Попавшим обратно в Чечню, конечно, они на своих мостах не могли жить, их расселяли или в районе Сагопши, Малгобека, на Сыркорте, вот это другие селения раскидывали, часть переселяли в Грозненский округ, или как он, Чеченский округ, там названия менялись. Вот, современный Ачхой-Мартановский район, Урус-Мартановский, то есть их раскидывали, чтобы они компактно не проживали. Вот ситуация, которая в то время происходила. И в этой ситуации говорить, что они ушли добровольно, это несерьезно. Буквально через, по-моему, лет 10 там осталось в живых только половина переселившихся.
Вот. Их тоже по всей Турции раскидали. Часть попала в Иорданию, часть попала в Сирию. Условия у них были очень тяжелые. Вот. А в основном вернувшиеся, они старались потихоньку пробраться обратно любыми путями. Вот они были раскиданы. Поэтому у арстхоевцев не осталось селений, где они компактно жили. Это территория, сейчас, вот как говорят, вот, там чисто ингушская территория. Дело в том, что ингушская чисто территория – пригородный район. А это территория арстхоевская. Это территория Мержой, Цечой, Эхи, Галай и других. Во-первых. И вот это сейчас, что продолжается, естественно, этому не дают улечься. Я с самого начала сказал, что это инициировано с Москвы. Это напоминает ситуацию, когда в конце 1980-х годов началась перестройка, уже прошел постепенно развал. И вот здесь начались вот эти стычки. Вот, если вы помните, в Узбекистане, самое интересное, в Узбекистане местные узбеки начали бить турок-месхетинцев и против крымских татар поднялись. И здесь самое интересное. Все они тюркоязычные, все они мусульмане-сунниты. Ни турки-месхетинцы, ни крымские татары не занимали никаких ключевых постов и не занимали никаких существенных должностей. Они в основном были сельские жители. И вдруг узбеки поднимаются против них, там происходит кровопролитие, все. Вот. И я помню, этот член Политбюро, по-моему, был в Москве, этот Нишанов из Узбекистана, как по телевизору, он говорит, ну там, понимаете, женщины из-за клубники подрались. Нет, это все продумано, когда вот идет в стране какой-то процесс брожения, власть, она старается взять в свои руки инициативу и столкнуть разные национальности. В Мангышлаке в Казахстане выступление именно против дагестанцев и чеченцев. Хотя они тоже там не занимали никакие ключевые посты, а в основном там руководство были русского происхождения, русскоязычные. Ну и самое мощное это между азербайджанцами и армянами. Было спровоцировано огромное количество погибших, пролито очень много крови, и пока конца этому не видно. Но во всяком случае к добру это не привело. И вот эти случаи, чтобы иметь возможность столкнуть национальность, это делать так. И вот в этой ситуации, естественно, чтобы быть спокойнее, надо столкнуть вот это искусственно разделенные два народа, ингуши и чеченцы. Кстати, ингуши и чеченцы об этой земле не спорят. Вот я вот сколько спрашивал, я не слышал ни одного, даже у меня очень много знакомых из тайпа Мержой в Чечне, их много живет Мержой. Вот, может быть, в Сагопше не знают об этом, вот, или ингуши не знают. Вот. Мержой живут, я тот раз говорил, даже в селении Борзов в Советском районе. Вот. Хотя они сами Мержой, ни один из них не собирается туда переселиться, в горную зону. Дело в том, что самое интересное, в Чечне есть горная зона, она вся опустошена. Даже к себе, где жили предки, никто не едет туда, потому что там нет условий для жизни. И вдруг здесь слухи, что вот чеченцы собираются массово подниматься там Цеч, Ахки, Мержа. Вот. Ну, это несерьезно такие вещи, это же надо понять. Вот. Но это кем-то это, вот это сплетни, эти слухи поддерживаются. Потому что здесь, вот может, дай бог, чтобы я ошибался, но здесь необходимо, чтобы стычка была такая сильная, чтобы чеченцы и ингуши между собой отношения были как у ингуши и осетины. Но ингуши и осетины раньше что же не было этих стычек? Но когда была построена крепость, и вот тогда начали потихоньку вести, нашли людей из осетин, нашлись люди из ингушей, вот эти стычки, они продолжались. И вот продолжается там, например, в Ингушетии одно, в Осетии пишут там, например, что вот крепость Владикавказ, когда была построена,
там рядом с Владикавказом не было вообще ингушей. Вот. И вот здесь вот это приводят эти архивные документы, это историк Муталиев Тамерлан, это еще, по-моему, в 1990 году. Вот он приводит такое, это в 1823 году, согласно клировой записи Осетинской церкви во Владикавказе, выстроенной на средствах комиссии по обращению в христианство осетин и ингушей, в это время рядом с Владикавказом живут 120 дворов осетин и 118 дворов ингушей христиан. То есть осетин и ингушей – это равное количество. Вот такие мелкие, ну, да, надо быть объективным, потому что вот эта вся возня, которая сейчас ведется, вот эти клятвы, все, это может привести только к очень-очень негативным событиям. Вот. Это раздор, разделение, в принципе, единого народа на части и оставлять вражду для потомков. Вот. Это очень опасно. Вот. Ну, я обращаюсь не к тем, кто это ведет, и с чеченской стороны, и с ингушской стороны, кто спорит, чья это было, кто лучше, кто хуже. Я говорю тем, кто это понимает, чтобы они хотя бы сдержались, чтобы они не теряли уважение друг к другу. Они знали, что бы ни говорили, и чеченцы, и ингуши, выходцы с Аргунского ущелья, выходцы с Галанчожа, выходцы с Ножеюртовского района, вот, из Асиновского ущелья, из Жираховского ущелья. Они имеют общую историю, вот, и они имеют общий язык. И то, что там диалекты разделяются, это у всех народов есть диалекты. Но если вы начнете сравнивать, например, ингушский язык с чеченским языком, это одно. Но возьмите ингушский язык, например, галгаевский, сравните с Мялгой, сравните с Терлой, сравните с Чинхой, Шаруей и сравните Чебрлой. Вот пройдите так, вы увидите, что между ними изменения происходят постепенно. Постепенно. Если взять две крайние точки, даже тогда вы увидите, что они родственные языки. И здесь же видите сравнение, что между современным чеченским литературным языком и, например, чеберлоевским диалектом, шароевским диалектом, и тумкалинским диалектом, галанчожским диалектом, различий не меньше, чем между ингушским и чеченским, и не больше. Надо так подходить, а не просто там кто-то сказал, вот я считаю, что это так, и там личная обида или что. Вот. Ну, извините за это, последние эмоции уже. Вот. Просто прежде чем начать какой-то разговор, какой-то диалог, надо серьезно к этому подготовиться, думать. И не просто голословно там кто-то написал. Вот я в интернете мне прислали вот там карта какого-то европейца, там леги и гелы. И вот, значит, там вывод сразу делать, что вот гелы, видите, вся территория от Терека до Дагестана – это гелы, а Дагестан – это леги. Это, ну да, это древнее название, это до нашей эры, это источников, встречается в латинских источниках гелолеги. И вот здесь, значит, дагестанцы назывались леги, а вайнахи назывались, значит, гелы. А гелы – это название от галга. То есть вывод делается так, что чеченцы и ингуши назывались галга. Но дело в том, что гелы и галга, сравнение, это надо специалистам дать. Потому что если так сравнить, то, по-моему, гелы более близки к гала, чем галга. Г – это другое дело, галга. Вот. А гала, оно ближе к гелам. Гелы. Вот.
Ну, это написал европейский автор, который проехал по Кавказу как путешественник и просто увлекался чтением этих древних письменных источников. Это то же самое, как делать какие-то исторические выводы на основании книги Александра Дюма, который проехал по Кавказу, вот, ему там показывали всякие нападения, там устраивали ему спектакли, и он там несет какую-то несусветную бредятину о Кавказе, там, значит, как бы горцы напали на оказывается, это разыграли, просто попросили казаков, чтобы для острых ощущений ему. Вот. И он это на полном серьезе об этом пишет. Вот такие дела. Вот. Ну, я просто затянул и, может, не очень конкретно говорил, но я просто хотел показать вам и карты, и все, чтобы вы все-таки сами думали, прежде чем слушать вот эти выступления. Я не сомневаюсь, что это специально людей кто-то натравливает, их готовит, чтобы они писали, обращались. Вот. И вот эти заявления, вот, и самое интересное, их подхватывает и в Москве, и во всех и газеты, и в интернете. Вот как чеченцы несправедливо поступили с ингушами, вот они у них землю отбирают. Ну, возьмите один пример, вот пригородный район. Ну, газеты московские, хоть одна уделила внимание этому событию, что вот ингушей забрали землю. Или какая-нибудь центральная газета хоть слово сказала, что, например, в 1944 году акинцев лишили своих селений и им их не вернули. Но никто об этом не говорит. А вот здесь, да, и именно подчеркивают чеченцы. Но ни один чеченец не вышел на митинг с плакатом «Это наша чеченская земля, мы будем кровь проливать, мы умрем». Ну, не было же такого. Я не слышал ни одного знакомого чеченца, чтобы он сказал. Они, наоборот, обеспокоены, что разве можно, мы же один народ. Мы одни люди. И из-за этой земли, что никто туда не собирается жить, ехать. И не поедет. Да. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Все в руках Всевышнего. Да, Мокламасу Дихерду, Собрeu Сихавац, ну, Саит, да, Орцах Велдует, Абьят Хаттомек, и что? Адекеш.